Этот нагрудный знак военнослужащих символизирует число ранений. Золотистая линия говорит о тяжелом, а красная о легком. Ниже под знаком орден Красной Звезды. Он был вручен Саадуллу Арсамакову приказом от 22 февраля 1943 года. В боевой операции на Кубани полк, в котором он служил, оказался без боеприпасов. Старшина минометной роты, рискуя жизнью, перебирался по окопам. Ему удалось найти около 500 мин. Солдаты чаще всего медали носили в карманах, завернув в тряпочку, а ордена были всегда на груди. Кто знает, выжил ли бы Саадул, если бы не этот орден. Я почувствовал сильный удар и чуть ли не потерял сознание. И когда он себя потрогал, нигде крови ничего не было, но удар был такой силы, что так без последствий не должно было. Потом сослуживцы сказали, говорят, Саадулла, у тебя что-то, шутя, у тебя что-то упало там, стеклячка, я про это. Гимнастерку, говорит, я снял, говорит, посмотрел, говорит, действительно, удар весь пошел на этот орден. Саадулл Арсамаков родился в 1918 году в селе Базоркино. Поступил в военное училище, но окончить так и не успел. Он был на учениях в Армении, когда началась война. Оттуда Саадулла перебросили в Майкоп. Самым тяжелым эпизодом войны для ветерана стали бои под Новороссийском. Их полк был окружен неприятелем, который каждый день сбрасывал листовки с призывами сдаться. Командиры долго совещались. Для спасения нужно было 17 смертников-добровольцев, которые должны были закрыть с собой амбразуры и дать возможность остальным уйти на север. Саадулл решил лучше умереть так, чем в плену, чтобы не посрамить честь семьи. Вышли добровольцы, там среди них был отец Газдиев с Базоркиным, и всего где-то 15-16 человек. Они все погибли, кроме отца. Его засыпало землей, в окопе он находился. Пуля пробила каску и застряла в черепе. Очнулся ветеран в Адлерском госпитале. Оттуда его комиссовали домой. Через несколько недель, когда его организм достаточно окреп, его прооперировали в Орджоникидзе и, наконец, достали пулю. Но не успели снять повязки, как ветерана отправили в ссылку. В Казахстане Саадулл стал инструктором по переселенцам. Старался помогать своим землякам. Просто не мог без работы. Дома он сидеть не стал. Обратно поехал, устроился на работу. В сельстрое он проработал. В 91-м, по-моему, так. Мы его отговорили. Хватит тебе работать. И он уволился и начал заниматься домашними. Любил скот держать. Несколько раз с войны родителям Саадулла приходила похоронка, но он выжил. Пережил ссылку в Казахстан, потерю родного дома в Базоркино, воспитал 9 детей и никогда не сдавался. Саадулл Арсамаков – один из миллионов советских солдат, воевавших за свою страну. В память о таких же, как он, и открыт всероссийский проект «Лица Победы». Мемориал «Дорога памяти» объединил все страницы истории Великой Отечественной войны. Войны, которая длилась 4 долгих года. Проект, организованный Минобороны страны, заключается в том, чтобы потомки тех, кто оставил свой дом, не забывали, кому они обязаны мирной жизнью, а именно родственникам, которые не сдавались и упорно шли вперед, добывая победу в Великой Отечественной. На сайте «Лица Победы» есть фотографии и биографии 150 миллионов солдат и граждан, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Благодаря этому проекту сегодня есть возможность побольше узнать историю наших фронтовиков, ведь герои живы, пока мы о них помним. Дана Плеева, Новости 24.